утро, добрый день, уважаемые коллеги. Всех наших коллег, девушек, женщин поздравляю с прошедшим 8 марта. Рабочие будни наступили. И сегодня у нас традиционный вторничный брифинг, и посвящен он очень важному мероприятию, очень важной работе, государственной итоговой аттестации, которая предстоит, эти испытания предстоит пройти нашим выпускникам общеобразовательных школ. И об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году в Республике Татарстан нам сегодня расскажет Хадиуллин Ильсур Гараевич, министр образования и науки Республики Татарстан. По традиции сначала мы предоставим ему слово, он все расскажет и далее уже ответит на все наши вопросы. Сначала я предоставлю возможность задать вопросы тем коллегам, которые присутствуют у нас в зале. Также будет предоставлена возможность нашим коллегам, которые сейчас смотрят нас по видеоконференц-связи в районах. Я так полагаю, там есть и коллеги, которые курируют на местах в муниципальных районах и образование. У вас также есть, если что-то непонятно, у вас также есть возможность задать вопросы Ильсуру Гараевичу. Не стесняйтесь, вы тоже вместе с нами можете принять участие. И также я принимаю вопросы уже на наш общий чат журналистов Республики Татарстан, брифинги в кабине. Вы также можете прислать свои вопросы. Это для тех коллег, которые нас смотрят интернет-трансляцию через официальный портал Республики Татарстан. Давайте, коллеги, начнем нашу работу. Ильсур Гараевич, рахмет, слово вам. Hayırlı gün, hürmetli kollegalar, hürmetli masсы күләм мәгълүмат чараларының вәкилләре, брифингта катнашучылар, районнарда, шәһәрләрдә караучылар, барыгызны да үткән бәйрәмнәр белән тәбрик итәбез, исәнлек, саулык телибез. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники средств массовой информации, участники брифинга. 26 февраля 2021 года постановлением правительства Российской Федерации за номером 256 утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Министерству просвещения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки поставлена задача в срок до 29 марта привести свои нормативные правовые акты в соответствии с настоящим постановлением. Таким образом, кампания по подготовке проведения государственной итоговой аттестации выпускников республики в 2021 году начинает набирать обороты. Мы уверены, что муниципальные органы управления образованием, образовательные организации республики направят усилия на то, чтобы провести государственную итоговую аттестацию на высоком уровне и с хорошими результатами. Несмотря на то, что в настоящее время нормативные акты Министерством просвещения Российской Федерации и Рособорнадзором дорабатываются, мы сегодня с вами рассмотрим основные направления по организации и проведению государственной итоговой аттестации 2011 года, то есть 11-классников в 2021 году. Остановимся на основных особенностях выпускников выпускной кампании 2021 года. Выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – по русскому языку и по математике, что является основанием для получения аттестата о среднем образовании. Выпускники, которые планируют поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результата в ЕГЭ по русскому языку. Обращаю ваше внимание на то, что основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании лицам с ограниченной возможностью здоровья, а также лицам, являющимся детьми-инвалидами, являются результаты при прохождении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме ГВЯ или ЕГЭ по русскому языку. ГВЯ – это государственный выпускной экзамен. Значит, вот эта категория детей выбирают сами. Сдают либо государственный выпускной экзамен, либо ЕГЭ только по одному предмету, по русскому языку, что будет являться основанием для получения аттестата. Единый государственный экзамен проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы,
и для 10-классников, готовых сдать ЕГЭ досрочно. Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации подавалось по 1 февраля включительно. После 1 февраля при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, заявление принимается в Министерство образования и науки Республики. И эти же заявления рассматриваются на заседании Государственной экзаменационной комиссии. ВПЛ подают заявление лично. Это выпускники прошлых лет. А выпускники текущего года через ходатайство школы и отдела образования. Главное условие – заявиться необходимо не позднее, чем за 2 недели до экзамена. Допуском выпускников 11-классников к государственной итоговой аттестации по-прежнему является итоговое сочинение или изложение, за которое необходимо получить зачет. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации в 2020-2021 году проведение итогового сочинения было перенесено. На слайде вы видите основной срок – это 15 апреля, дополнительные сроки 5 мая и 19 мая. Количество участников, которые заявились вот на эти дни, вы видите тоже на слайде. Говоря об особенностях ЕГЭ выпускной волны 2021 года, еще раз напоминаю, неизменным остается порядок, согласно которому допуском к ЕГЭ является отсутствие академической задолженности, зачет за итоговые сочинения, наличие годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за каждый учебный год по образовательной программе среднего общеобразования, значит, за 10-11 классы, не ниже удовлетворительных, и подача заявления на участие в ГИЭ до 1 февраля 2021 года. В этом году в контрольно-измерительные материалы внесены минимальные изменения, несмотря на то, что разрабатывается перспективная модель ЕГЭ, и мы участвуем в этом процессе. Выпускники, которые сейчас заканчивают школу этого года, будут сдавать экзамены по моделям КИМ, в которых не планируются значительные изменения. По ряду предметов уточняются только отдельные критерии оценивания. По математике, географии, как раз вы видите, уважаемые коллеги, на слайде, физике, обществознанию, химии, иностранным языкам отсутствует изменение в содержании и структуре КИМ, контрольно-измерительных материалов. В КИМах по русскому языку, литературе, биологии и истории все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. Есть некоторые уточнения формулировок, изменения первичных баллов за выполнение работы, например, по русскому языку с 58 до 59 баллов. По биологии увеличили время выполнения работы с 210 минут до 235 минут. Новшеством этого года является сдача ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Компьютерное предъявление КИМ позволило включить в работу задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Задания сохраняют в основном преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет. При этом они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена в тех случаях, когда это необходимо. В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования, которые вы видите на слайде. Исключены примеры на Basic. Особенностями этого года является отмена досрочного этапа. Основной период выпускных экзаменов пройдет с 25 мая по 2 июля. При этом ГВЭ-11 по русскому языку и математике выпускники, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать 25 и 28 мая соответственно. Это государственный выпускной экзамен. Предусмотрены резервные дни 8 и 10 июня. И еще раз напомню, что положительная оценка по ГВЭ является основанием для получения аттестата. Положительная оценка по ГВЭ по 2 предметам – русский язык и математика. Проектом расписания предусмотрены также 2 дополнительных периода. Так, 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по болезни или уважительной причине.
С 13 по 17 сентября предусмотрен также дополнительный период, когда ГВЕ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены по уважительной причине ранее, и участники, не преодолившие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку. Основной период экзамена. Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. В целях соблюдения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции по 2 дня отводится на проведение ЕГЭ по русскому языку 3 и 4 июня. Такой же был порядок, коллеги, и в прошлом году. Устной части экзамена по иностранным языкам 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике в компьютерной форме 24 и 25 июня. Резервные дни предусмотрены 28 и 29 июня и 2 июля. Как обычно, 2 июля – резервный день по всем предметам. Дополнительный период для ЕГЭ с 12 июля по 17 июля, резерв по всем предметам 17 июля. Как в 2018 и 2019 годах, на ЕГЭ используется технология печати КИМ в аудитории и сканирование бланков ответов в штабе ППЭ. Передача экзаменационных материалов ППЭ осуществляется на электронных носителях. На дистанционной учебной платформе все работники ППЭ и ЕГЭ проходят обучение с 10 марта по 28 марта. Обучение обязательно. Для подготовки выпускников к экзаменам, для тренировки работников ППЭ и отработки технологий проведения мы участвуем во всех всероссийских апробациях технической готовности ППЭ. Все апробации технологий печати, полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории проводятся с участием обучающихся 11 классов. Вы видите, какие апробации по русскому языку 6 апреля, по информатике 27 апреля, апробация обществознания, английский язык, устная часть 13 мая. Разное количество ППЭ, это зависит от количества сдающих. График представлен, как видите, на слайде. Для обучающихся при исправительных учреждениях уголовно-исполнительная система, освобождаемых от отбывания наказания, уже проведены государственные выпускные экзамены по русскому языку 24 февраля и по математике 26 февраля. В ГВЕ участвовали 14 выпускников. Средняя оценка и по русскому языку, и по математике 3,57. Не преодолевших порог нет. В основной период проведения ЕГЭ планируется задействовать 83 ППЭ во всех муниципальных образованиях республики. В них 1525 аудиторий с онлайн-видеонаблюдением. Количество мест для участников ЕГЭ более 22 тысяч. К проведению ЕГЭ и ГВЕ в основной период привлекается более 6,5 тысяч педагогических работников. Состав работников ППЭ и ЕГЭ основного периода представлен на слайде. Общественное наблюдение будут проводить студенты вузов, по 2 студента в каждом ППЭ на каждом экзамене. Каждую аудиторию на портале «Смотри ЕГЭ» будут просматривать онлайн-наблюдатели регионального и федерального уровней. На слайде представлена информация об общем количестве участников ЕГЭ по Татарстану в целом на данный момент. В 2021 году ЕГЭ в основной период в республике будут сдавать более 18 тысяч участников. 16,5 – это выпускники текущего года, 186 обучающихся СПО, 1307 выпускников прошлых лет и 249 обучающихся с ОВЗ. На ГВЕ-1 зарегистрировано 1196 выпускников, что означает около 7%, 6,6% от общего количества выпускников. Информация о выборе предметов участникам ЕГЭ основного периода представлена на слайде. Русский язык и математику профильного уровня выбрали подавляющее большинство участников ЕГЭ. Русский язык будут сдавать более 16 тысяч, вот как вы видите на слайде. Математику профильную более 10 тысяч. Практически математику сдают профильную более 56% выпускников.
Лидером среди предметов по выбору неизменно остается обществознание, 6617, что составляет около 37% от общего количества. На втором месте предметы естественно-научного цикла, физика, химия и биология, соответственно, 20%, около 15%, около 20%. Вместе с тем, по сравнению с 2020 годом, произошло снижение количества участников ЕГЭ по физике на 228 человек, географии, немецкому языку. Количество участников ЕГЭ по физике уменьшается 2 года подряд, однако растет количество участников ЕГЭ по информатике и ЭКТ на почти 600 человек, 588. Несмотря на то, что в этом году на компьютерах будут сдавать. Это общероссийская тенденция, как и уменьшение доли участников ЕГЭ по обществознанию. Напомню, время выполнения ЕГЭ по предметам. Вы его тоже видите, коллеги, на слайде. Для участников СОВЗ по всем предметам, кроме иностранного языка, устно, оно увеличивается на 1,5 часа, по иностранному языку на 30 минут. Напомню, что результат ЕГЭ влияет на получение аттестата с отличием. При выдаче аттестата о среднем общем образовании с отличием помимо итогов отметок «отлично», по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации, учитываются результаты экзаменов. В случае прохождения государственной итоговой аттестации формы ЕГЭ выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. В случае прохождения выпускником государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ, государственного выпускного экзамена, 5 баллов по обязательным учебным предметам. Если выпускник, претендующий на медаль и аттестат с отличием, с первой попытки не преодолел минимальный порог по обязательным предметам, право получить аттестат с отличием и медаль он теряет. Уважаемые коллеги, вопросы, касающиеся получения медалей, аттестатов с отличием, вот мы говорим вам на сегодняшний день, какие есть изменения, какие есть предположения и логически выстроенная система, скажем, в системе образования Российской Федерации. Пока, как я сказал, до 29 марта дорабатываются нормативные документы. Если будут какие-то изменения по медали и по аттестатам, мы вам сообщим дополнительно. Отдельно остановлюсь на вопросах про проведение основного государственного экзамена в 9 классе. Чтобы минимизировать риски распространения COVID-19, в 2021 году решено провести по упрощенным правилам. Государственной итоговой аттестации, имею в виду. Девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию, только по 2 обязательным предметам, по русскому языку и математике. Позапрошлом году выпускники 9 классов сдавали 4 экзамена: русский, математика, обязательно 2 предмета и 2 предмета по выбору. В прошлом году они вообще не сдавали по итогам промежуточной и итоговых промежуточной аттестации. Мы им выставляли оценки, и они получили аттестаты. А в этом году, в 2021 году, сдают только 2 экзамена: русский и математика. С 2019 года в качестве процедуры, обеспечивающей допуск девятиклассников к государственной итоговой аттестации, проводятся итоговые собеседования по русскому языку. Собеседование проведено в средних и основных школах. Таковых 1225 организаций, школ. 10 февраля этого года предусмотрены дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. Участники собеседования – это все обучающиеся 9 классов, в том числе на семейном обучении. Продолжительность собеседования с одним обучающимся 15 минут, вы видите на слайде. Продолжительность собеседования с одним обучающимся с ОВЗ еще плюс 30 минут добавляется. Виды работы: чтение вслух, пересказ с включением цитаты, монолог и диалог. Результатом собеседования является допуск обучающихся и экстернов в 2020-2021 учебном году при необходимом минимуме 10 баллов из 20. Из 36 тысяч участников
за счет и допуск к экзаменам получили 36 119 девятиклассников. Ну, с половиной. Не за счет получили 184 человека, это 0,51. Не явились на собеседовании 229 выпускников, девятиклассников. 609 детей с ОВЗ получили за счет на основании пониженного минимального балла от 3 до 9 баллов, в зависимости от вида нарушения здоровья, утвержденного для данной категории обучающихся. Коллеги, досрочный этап ОГЭ в этом году отменен. На слайде представлено расписание ГИЭ-9, основной период. Экзамены в 9 классе, как вы видите, начнутся в этом году с 24 мая. Это необходимо учесть при планировании проведения последнего звонка. Русский язык 24-25 мая. Математика 27-28 мая, потому что поток детей большой. У нас 36,5 тысяч детей, выпускников 9 класс, поэтому разбиваем на 2 дня на ППЭ. В резервные дни русский язык можно сдать 8 и 30 июня, а математику 10 и 2 июля. Предусмотрен дополнительный период ЕГЭ-9 с 3 по 17 сентября. Прием заявлений на участие ГИЭ-9 завершился 1 марта. В настоящее время ведется сверка данных, внесенных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации. В основной период ОГЭ будут задействованы ППЭ ЕГЭ, пункт проведения экзамена, единого государственного экзамена, где сдают выпускники, 11-классники. Планируется в 2021 году участие более 36 тысяч участников. В каждом муниципальном районе разработана дорожная карта по подготовке к государственной итоговой аттестации. Методическими службами проводится системная работа как с педагогами, так и с выпускниками. Отдельно под руководством Координационного совета по изучению учебно-методической деятельности при министерстве оказывается методическая помощь районам, в которых высока концентрация школ с низкими результатами по итогам прошлого учебного года. Мы вошли в федеральный проект 500+, по работе со школами с низкими результатами. Организованное взаимодействие с органами охраны правопорядка и учреждениями здравоохранения. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что от нашей организованной совместной работы, а также от объективности освещения государственной итоговой аттестации средством массовой информации во многом будет зависеть успешность проведения государственной итоговой аттестации 2021 года в нашей республике. Спасибо за внимание. Ихтибарыңыз үшін зор рахмет. Сұрауларыңыз болса, рахмет етіңіз, пожалуйста. Если есть вопрос. Общая информация. Рахмат Виктор Сургарович, спасибо большое. Прежде чем перейти к вопросам, я хотел напомнить телефоны наших операторов связи Кабинета министров. Это для тех наших коллег, которые желают задать вопросы Сургаровичу через видеоконференц-связь. Для этого вам нужно связаться с операторами связи Кабинета министров. 843 – это код города Казани. И далее 264 75 89. 264 75 89. Вы свяжетесь с операторами, а потом уже оператор связи выведет вас сюда, в зал. Так что, пожалуйста, можете задать вопрос Ильсуру Гараевичу. Перейдем к вопросам. Булгар ФМ, пожалуйста, первый вопрос. Ильсур Гараевич, менә быелгы елның үзенчәлекләре турында әйтеп китсәгез иде, быелгы имтихан бирү елның үзенчәлекләре һәм төп яңалыгы нәрсәдә? Рәхмәт. Төп яңалыгы мен хәзер генә әйттем, хәзер татарча әйтергә дип әйтәсездер инде. Быелгы елның төп үзенчәлекләре 11-нче сыйныфларда безнең аттестат алу өчен бары тик рус теле һәм математика бирелә. Бу государственный выпускной экзамен дәүләт чыгарыш имтиханы дип атала инде. Ике имтиханны да яхшы гына бирсәләр, әгәр дә икеле алмыйча эшкә бирсәләр дип әйтик инде, ул чакта аттестат аларның кулларына бирелә. Медалистлар өчен рус телен һәм математиканы 5-кә бирү сорала. Монсы бер. Узган ел әгәр дә укырга керергә теләүчеләр өчен шулай ук рус теле бирелә,
һәм уку йортларына кіру үшін керекті имтиханнарны сайлап алалар бит инде алар. Шул имтиханнарны бирәләр. Мәсәлән, ул булырга мөмкин. 3 имтихан, рус теле белән 4 имтихан. Медалистлар өчен, яисә медаль алырга тырышып, ничә еллар бу укып медаль алырга тырышкан балалар өчен, бу 70 балл булырга тиеш. Бу безнең хәзерге көндә булган мәгълүматтан чыгып әйтәбез. Әгәр дә нинди дә булса үзгәрешләр булса, біз аны сезгә яңадан җиткерәбез. Менә бу шушы. Һәм информатика компьютер формасында бирелә. Аннан соң контрольно-измерительный материал дип әйтгәндә, контроль үлчәү материалларында үзгәрешләрне күрдегез, алар безнең күп түгел. Үзгәрешләр булуга карамастан, быелгысы ел укучыларына ул кагылмый, ул былтыр шикелле үткәрелә шул дәрәҗәдә. Аннан соң инде сәгатьләрнең саны шулай ук биологиядән 210-нан 235 минутка арткан. Авыру балалар өчен, инвалидлар өчен, авыз дип әйтәбез инде сәламәтлеге чикләнгән балалар өчен, ул яңадан ярты сәгатькә арта. Мәсәлән, рус теленнән безнең күрдегез расписание дип әйтгәндә кайсы көннәрне бирелә изложение һәм яисә сочинение. Шулай ук авыру балалар өчен ул 1 сәгать ярымга арта. 9-нчы сыйныфларга ул шулай ук ярты сәгатькә арта. Аларның графиклары билгеле. Моны безнең мәктәп җитәкчеләре, район мәгариф җитәкчеләре бөтенесе дә беләләр. Әтиәниләр шулай ук белә, балалар белә. Хәзерге көндә 1 февральгә һәм 1 мартка хәтле шушы мәгълүматлар җыеп алынды. 1 февральгә хәтле безнең 11-нче сыйныфлар, 1 мартка хәтле 9-нчы сыйныфлар. Барысы да инде имтиханнар белән билгеләп беттерде, үзләре билгеләнделәр. Нинди имтихан бирәсәкләре буенча. Калган әйберләр, калган яңалыклар, алар бөтенесе дә менә шушы эш дәвамында өйрәнеп гамәлгә ашырылачак. Иң мөһиме, безнең апробацияларда аларның барысы да катнашуы көтелә. Балалар үзләре кидергә тиешләр. Менә теге маска режимында дезинфекция үтүме, термометрлар белән температураны үлчәү, барысы да саклана. Хәзерге көндә бу әйберләр әле гамәлдән чыкмаган. Пожалуйста, Республика Татарстан. Добрый день. Евгения Чеснокова, Республика Татарстан. У меня такие 2 небольших уточняющих вопроса. Вот по государственному выпускному экзамену для 11-классников, то есть больше 10 лет у нас дети не сдавали государственный выпускной экзамен. В какой форме это будет проходить? То есть контрольная будет по математике или это все по билетам? Вот когда? И тут вот есть в пресс-релизе, что 10-классники могут сдать досрочно ЕГЭ. Правильно ли я понимаю, что это впервые такое и есть ли уже желающие? Знаете, вот у нас государственный выпускной экзамен, ГВЭ, он сдается каждый год. Это для той категории детей с ОВЗ по заключению врача, по заключению ПМПК. Поэтому дети выбирают или ОГЭ, то есть или ГВЭ, или ЕГЭ, это их право, дети, во-первых. ЕГЭ сдает в пунктах проведения государственных экзаменов, ЕГЭ сдает в пунктах ППЭ, пунктах проведения ЕГЭ. То же самое, ГВЭ тоже там же сдают, в тех же аудиториях, те же условия, условия видеонаблюдения, онлайн-режим, такие же условия. Просто контроль измерительных материалов отличается от контроля измерительных материалов ЕГЭ. Вот в этом только заключается. Все остальное точно так же. Сканирование, распечатка, все это проходит в штабе и в аудиториях. Еще был один вопрос. 10-классники, да, такой опыт есть. Такой опыт получается у нас с прошлого года. В республике как раз сдачей ЕГЭ после 10 класса особенно не увлекаются. Я думаю, в прошлом году, потому что пандемия была. В этом году таких желающих практически, можно сказать, нет. Это дети могут сдать географию, потому что география заканчивается в 10 классе. После завершения полного цикла имеют право сдавать ЕГЭ по тем предметам. А если экстерн, если по индивидуальной программе обучаются, тоже могут сдать после 10 класса. Но мы не сторонники того, чтобы после 10 класса наши школьники увлекались сдачей ЕГЭ, потому что все-таки полноценное прохождение
по всем предметам, кроме, понятно, там географии, все остальные предметы, русский, математика, обществознание, история, нужно пройти полный цикл и в 10 и 11 классе, и сдать ЕГЭ после 11 класса. Вот в этом и заключается особенности. Сдача ЕГЭ после 10 класса, ГВИ, как вы сказали. Пожалуйста. Еще вопрос, пожалуйста, ТНВ. Айгүл Бәдрединова, ТНВ каналы. Исур Гараевич, менә информатика буенча имтиханны компьютерда тапшыруның төп үзенчәлекләрен билгеләп үтсәгез, ул гади бланкларда тапшырудан нәрсәсе белән аерыла һәм бөтен мәктәпләрдә дә тапшырып булачакмы? Техник мөмкинлекләр турында Татарстандагы бу имтиханга. Безнең 83 мәктәптә 83 имтихан, бердәм дәүләт имтиханын бирү үзәкләре эшли. Аларда барысында да җиһазландырылган, видео күзәтү оештырылган. Аннан соң менә быелгы елда без яңадан өстәмә менә шушы аудиторияларны исәпкә алып, балаларның санын 500-дән артык бала бит инде 600-га якын артты хәзер. 2000-дән артык, 2000 ярым бала бирәчәк информатикада имтиханны. Шуларны исәпкә алып без барысында уйладык, җиһазлар алынды. Хәзерге вакытта аларны алу дәвам итә. Компьютерларны, заманча компьютерларны, сканерларны, принтерларны алу. Булар бөтенесе дә менә шушы компьютерда булачак. Бернинди кагаз бланклары булмаячак. Алар бөтенесе килә айрым каналлар буенча килә һәм шунда балаларга шул сәгатьтә, шул минутта гына ачыла. Еще вопрос, уважаемые коллеги. Пожалуйста, Булграфом. Илсур Гараевич, Татарстан 500+ дигән федераль проектта катнашабыз дидегез. Менә анда бу проект турында күбрәк сөйләп китсәгез, һәм кайсы районнарда булган күбрәк, кайсы районнар белән эшләргә кирәк? Рәхмәт. Татарстан 500+ проекты ул безнең үзләренең укыту тәрбия процессында булган үзенчәлекләрне исәпкә алып эшләнә. Татарстан 500+ бу проекты ул бердәм дәүләт имтиханнары, аннан соң төп дәүләт имтиханнарын, гомумән мәктәптәге булган бөтен укыту тәрбия процессларны исәпкә алып кертелгән, ВПР дип әйтик инде, бөтенесен исәпкә алып кертелгән, бу ярдәмгә мохтаҗ мәктәпләр. Булар ярдәмгә мохтаҗ мәктәпләр. Алар безнең былтыр 71 мәктәп иде республикада. Быел шуларның без 24-ен алдык, айрым өстәмә эшләргә алар белән һәм алар белән эшлибез. Бу мәктәпләргә һәрберсенә остаз билгеләнгән. Мәсәлән, мәктәп мохтаҗга, ярдәмгә мохтаҗ икән, аңа бирелгән мәктәп җитәкчесе, мәктәпнең администрациясе, шул фәннән укытучылар, алар берсенә-берсе ярдәм итәләр. Остазлык мәктәбе аша бу ярдәмгә мохтаҗ мәктәпләрнең нәтиҗәләрен яхшырту өстендә эш алып барыла. Әйтергә кирәк, бу күп районда, мин хәзер районнарның санын монда санап чыга әйтә алмыйм, чөнки алар безнең бар. Һәрбер районда бу аның юл картасы ачылган, эшлиләр, беләләр, һәм менә шушы нәтиҗәләре түбән булган мәктәпләр исемлегеннән чыгу буенча эш алып барыла. Бу мәҗбүри эш түгел, бу яхшы итеп оештырылган эш. На русский нужно перевести? У нас вот был задан вопрос по поводу 500+. Это проект у нас российский. В этом проекте мы принимаем участие. Это в республике 71 школа. В этом году 24 школы мы отобрали для того, чтобы конкретно провести работу с ними в течение учебного года. Учителя этих школ проходят повышение квалификации на базе Академии повышения квалификации в Москве. И тут мы учитываем функциональную грамотность наших детей, как подготовить детей к практико-ориентированному обучению, результаты подобных исследований и другие исследования, международные исследования. Поэтому эти школы, они попали в список по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за прошлые года. Поэтому я должен сказать, целенаправленная работа ведется с этими школами. У нас школа наставничества в республике очень хорошо организована. Мы за этими школами закрепили опытных руководителей, опытных завучей. Они же являются главными технологами в школах республики. И ведут работу. И, я думаю, результаты, несомненно, будут. В каждом районе есть такие школы. Малокомплектные школы могут быть, большие школы, где результаты зависят и от контингента, от дефицита педагогических кадров, от профессионализма учителей. Многие-многие факторы влияют на
результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и так далее. Поэтому главное, мы хотим, чтобы результаты ЕГЭ, ОГЭ были объективными, результаты всероссийских проверочных работ тоже были объективными, чтобы не принимать никаких организационных решений по отношению к этим руководителям. Главная задача – иметь объективную картину вообще по этим школам, не только по этим школам, в системе образования республики. Еще вопрос, уважаемые коллеги. Вот у меня поступил вопрос личным сообщением. Значит, вопрос следующий, касается ЕГЭ. Если школьник изначально не планирует поступать в ВУЗ, то есть в настоящее время, на сегодняшний день, и не сдает ЕГЭ, выпускается и получает аттестат по итогам экзаменов, то есть русский язык и уже по табелю, получается, который он до этого все сдавал. А через год или через два все-таки решит поступать в ВУЗ. Как в этой ситуации? Ну, я знаю, родители, сейчас ребенок, он достаточно такой спортивный, постоянно на сборах, на соревнованиях, видимо, не очень уделяет много времени подготовке к единому государственному экзамену. Если все-таки вот через некоторое время родители надеются, что он поступит в ВУЗ, как быть в этой ситуации, что бы вы рекомендовали родителям и данному ученику? Вот я в своем выступлении назвал количество выпускников, которые будут сдавать ГВЭ, там 1000 с небольшим, всего около 7%, 6,6% от общего количества выпускников. А если в этом году вот эти выпускники просто ограничиваются сдачей ГВЭ по 2 предметам и получают аттестат, а на будущий год хотят поступить в высшее учебное заведение, пожалуйста, уважаемые коллеги, до 1 февраля 2022 года они должны заявиться на сдачу ЕГЭ по тем предметам, которые будут выбраны ими же. До 1 февраля, без проблем, через год. Это является выпускниками прошлых лет. ВПЛ. 3 года же, да, результаты действуют, насколько? 4 года. 4 года, да? Да, результаты ЕГЭ действительно 4 года. Так, еще, уважаемые коллеги, вопрос есть? Пожалуйста, НВ. Здравствуйте, Наталья Месина, телеканал «Новый век». Ильсур Гараевич, все-таки вопрос вот по информатике, такое нововведение этого года. Да? Расскажите немножко поподробнее, потребовалась ли закупка специального оборудования, компьютеров или обучение персонала, который будет проводить новый экзамен по ЕГЭ, информатике в новой форме? Я на татарском ответил на этот вопрос. Ну ладно, хорошо, отвечу. Да, был задан вопрос по поводу информатики в компьютерной форме. Да, мы благодаря решению правительства, решению президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова, мы сейчас закупаем, оснащаем эти аудитории, где будут проходить ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, оборудованием. Это компьютеры, это сканеры, это принтеры. Поэтому все условия мы создадим обязательно до начала экзамена. Когда будем проходить апробацию, для проведения апробации условия тоже созданы. В этом направлении работа продолжается. Не надо переживать, не надо беспокоиться, что условия не будут созданы. Как вот дети выбрали там более 2500 выпускников, они и будут сдавать информатику в компьютерной форме. Условия есть. Пожалуйста, еще вопрос, Болгар ФМ. Ильсур Гараевич, біз ЕГЭ берген кішілер түгел, енді менә шулай да 9-нчы класслар бойынша, менә монда собеседованиега, әңгәмәгә 229 9-нчы класс баласы килмәде. Бу нәрсә белән аңлатыла? 228-29 бала килмәде. Алар я авыртканнар, я алар сәбәпләр булган, я больницада яткан булганнар, шуңа килмәделәр. Шуңа күрә бит аларның сроклары билгеле, 3 тапкыр, 3 срок бирелгән. Менә 10 мартта иртәгә бирәләр ГВЭ. То есть ГВЭ түгел, собеседование по русскому языку, русский собеседование. Булар кертеләчәк инде экзамен. Кертеләчәк. Безнең бер генә балада җиттә калмый. Шуңа күрә аның сроклары 3 срок билгеләнгән. Так, уважаемые коллеги, уважаемый оператор связи, есть ли вопросы из районов? Вопросов из районов не поступало. Так, вопросов, к сожалению, на наш чат тоже у меня не... А может, к счастью, потому что, мне кажется, на все вопросы мы ответили. С одной стороны, расписание есть. Какие предметы будут сдавать в этом году для получения аттестации, мы об этом сказали. Количество мы сказали, процентное соотношение. Какие изменения в этом году, в особенности ЕГЭ, ОГЭ, получается, тоже об этом говорили. Мне кажется, вот сейчас нужно вести работу с детьми, с выпускниками и
я бы попросил и родителей, и учителей, вообще в целом средств массовой информации, никакого давления на наших детей не должно, потому что мы сейчас должны готовить детей к ЕГЭ. А ЕГЭ плохо или хорошо, ЕГЭ сдают лучше или хуже, чем в прошлом году. Это вопрос такой риторический. ЕГЭ хорошо, когда дети с первого класса обучаются. Нормально учатся с первого класса и математику, и русский язык, и другие предметы. Тогда это просто экзамен. Независимо ГВЕ, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и другие, или по билетам. Поэтому, знаете, вот сейчас мы должны думать о здоровье наших детей. Самое главное – полноценное питание, хорошая подготовка, хорошие комфортные условия в семье и в школе для того, чтобы никто никому не мешал. А в этом вопросе, конечно, окажут свою помощь и психологи школы, а в целом каждый классный руководитель, каждый учитель, он является психологом. И, конечно, и родители. Родителей попрошу, чтобы они очень внимательно были к своим детям. Потому что требовать от детей, от выпускников, от своих детей то, что невозможно, этого делать нельзя. Вот способности есть, они сдают. Способности, может быть, не те, которые хотелось бы, они сдают. Самое главное – пройти порог. Во-первых. Во-вторых, удачи всем. Здоровья, благополучия, чтобы не болеть. Вот главное. Спасибо. Главное пожелание Спасибо. от имени руководства Министерства образования и науки Республики Татарстан. Спасибо, Ильсур Гараевич. Я считаю, прекрасные слова, прекрасные резюмирующие слова. Пожелаем всем выпускникам, педагогическому сообществу здоровья, самое главное терпение, и эти испытания пройти достойно, хорошо, и уже дальше, как говорится, и кто получает образование, дальше получать образование, кто уже выбирает работу или же не профессиональное, не высшее образование, тоже найти свой путь в жизни. Так что желаем удачи и министерству. У Министерства сельского хозяйства Стародана осенью, у вас Стародан начинается вот как раз весной, чтобы хороший урожай был, урожай на пятерок, на 100 бальников был и в Республике Татарстан. Спасибо, у нас круглый год, уважаемые коллеги, поэтому вместе с вами будем жить, будем работать, будем получать хорошие результаты. Барыгызга уңышлар, ике дәүләт телендә әйтмичә булмый, әти-әниләргә дә, балаларга да, укытучыларга да исәнлек, саулык, бернинди балаларны артык борчымыйча, әлбәттә борчымыйча булмый, булдыра алмаганны таләп итеп, булмаган, кирәк булмаган проблеманы тудырып яшәргә кирәкми, исән сау булыгыз, иң мөһиме тормыш имтиханнардан тора. Бу инде алар өчен чираттагы имтихан. Сау-сәламәт булыгыз, авыртмагыз, уңышлар барыгызга да. Всего хорошего. Рахмат, спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо всем за участие. Если у вас остались вопросы к Ильсуру Гараевичу, вы можете подойти и задать в индивидуальном порядке. Всем спасибо за участие. До встречи на следующих брифингах.